Здравствуйте, в эфире новости на телеканале НТС, в студии Айджан Казакбаева и Александр Крупнов. Добрый вечер и в начале коротко о главных событиях дня. Оползень в Сузакском районе вновь перекрыл русло реки Кокард. Риск повторного схода земляной массы все еще сохраняется, но не все местные жители хотят эвакуироваться. Деления на север и юг не должно быть, а тех, кто это допустит, будут наказывать. О чем еще рассказал жителям Иссык-Кульского региона президент Сооронбай Жээнбеков. Реакция спецслужб ГКНБ и МВД начали проверку сообщений о возможных терактах в стране. Кто пугает кыргызстанцев и кто такая Мукарам Токтогулова? На встречу к 73-й годовщине Победы вместе с телеканалом НТС. Ветерану Великой Отечественной войны Кадыку Сулейманову в этом году исполнится 100 лет. Минувшим вечером в Сузакском районе сошел новый оползень, теперь уже объемом 64 тысячи кубометров, который снова перекрыл реку Кокард. Вода начала прорываться через новообразованный бассейн. Отметим, до этого на том же самом месте оползень сошел еще 29 апреля. Объем земляной массы тогда составил 1,5 миллиона кубометров. Из-за схода оползня в Сузакском районе и в Джалабаде был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Готовилась эвакуация жителей села Сары-Булак и близлежащих районов. На месте был организован штаб МЧС. Специалисты и сегодня там проводят разъяснительные работы с населением. На том же самом месте в селе Сары-Булак Сузакского района с интервалом в 3 дня сошел новый оползень. К утру русло реки Кокард снова было полностью перекрыто земляной массой. Объем накопленной воды в реке достиг около 1 миллиона 200 тысяч кубометров. Но ближе к обеду вода нашла выход, и объем возникшего затора постепенно начал снижаться. Как сообщает местная администрация, угрозы подтопления близлежащих территорий больше нет, по крайней мере пока. Прогнозируемый максимальный подъем воды в реке не более 100 кубических метров. Однако принудительная эвакуация жителей потенциально опасных участков района тем не менее продолжается. Вчера вечером вместе с сотрудниками МЧС мы были в селе Сары-Булак. С помощью милиционеров отселяем оттуда 32 семьи. Невзирая на опасность, люди не хотят уходить. Там рядом пастбище, где они пасут домашний скот. Просят оставить их там. Будем отключать электроэнергию, закрывать школу. Для их же собственной безопасности приходится принимать вот такие принудительные меры. Если и это не поможет, будем подавать в суд. По словам местного акима, всего по району на опасных участках проживает 1008 семей. Несмотря на все предупреждения, более 400 из них отказываются покидать свои дома. Напомним, 29 апреля возле села Сары-Булак сошел оползень объемом в 1,5 миллиона кубометров. Жертв и пострадавших нет. 48 тысяч кубов земляной массы перекрыло русло реки Кокард. В связи с угрозой подтопления населенных пунктов в городе Джалабад и Сузакском районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Впрочем, на следующий же день он был уже снят. Это уже второй случай схода крупных оползней по республике с начала этого года. Первый произошел 18 апреля в 1 километре от села Сай в Баткенской области. Его объем составил 45 тысяч кубических метров. Под угрозой схода оползней, по данным МЧС, на сегодняшний день проживает несколько сотен семей. Со стороны специалистов департамента мониторинга по чрезвычайной ситуации были предъявлены предписания, и данное население со стороны местного самоуправления отселяется от опасных участков. Общее количество населения на данный момент, которые должны были отселены, сейчас примерно 2405 в данное время по республике. Напомним, в начале прошлого года в селе Джалгыз-Джангак Сузакского района Джалабадской области сошел оползень длиной в 50 метров. Он остановился на расстоянии 15 метров от жилого дома. Всего за 2017 год, по данным МЧС, по республике сошло около 70 оползней. Погибло 34 человека. Самый крупный из них произошел тоже 29 апреля в селе Аю Ошской области. Под земляной массой объемом около 1 миллиона кубометров остались 24 человека, в том числе 11 детей в возрасте до 14 лет. На момент схода лавины все они спали в своих домах. Болт Исаев, Эрлан Кемельбеков, НТС. Кто угрожает бишкекчанам и при чем тут Мукарам Токтогулова? ГКНБ расследует видеообращение неизвестных лиц о том, что если официальные власти не выполнят их требования, они устроят в Бишкеке ряд терактов. В сообщении упоминается гражданка по имени Мукарам Токтогулова. Однако узнать, какое отношение она имеет к видеотеррористам, пока невозможно. Женщина за границей.
Такие предупреждения кажутся не случайными, ведь на прошлой неделе трижды поступали телефонные звонки с сообщениями о бомбе в одном из крупнейших торговых центров на железнодорожном вокзале и в Американском университете Центральной Азии, в котором, кстати, работает упомянутая женщина. О возможной угрозе терактов Елена Яковлева. Угрозы и шантаж через полутораминутное видео неизвестные очень быстро распространили посредством мобильного приложения среди бишкекчан. Люди, чьи лица скрыты под масками, сидят на фоне черного флага террористической организации ИГИЛ. Измененные техническим способом голоса требуют выпустить из страны некую Мукарам Токтогулову. И если власти страны не выполнят их требования, эти двое обещают устроить ряд террористических актов в Бишкеке. Если горожане это видео посмотрели и удалили, не придав серьезного значения, то официально службы не имеют права этого сделать. В этой связи, сообщили в ГКНБ, поиск авторов этого видеообращения уже идет. Более того, спецслужбы даже упомянули и ту самую Мукарам Токтогулову, пояснив, что этой гражданки в стране и так нет. Она выехала в заграничную командировку. Женщина является преподавателем Американского университета в Центральной Азии. Обратившись за комментарием в это учебное заведение, нам также ответили, что она уехала и комментировать ситуацию не будут. Все бы ничего, но именно ее имя не так давно фигурировало в другом скандале. Ее заподозрили в причастности к секте под названием Ата Джулы, о которой она якобы рассказывала студентам. Однако подтверждения этой информации не последовало. Она не террористическая секта. Это оккультная секта. Она с людьми занимается. Они обещают установить контакты с умершими, душами умерших людей. Исцеление. Потом говорят, откроем вас пророческий дар, станете святым, ясновидящим. Вот такая секта. Они к терроризму отношения не имеют. Так или иначе, но именно ее имя террористы произносят в этом видео. Эксперты говорят, в ГКНБ обязательно во всем разберутся. Не исключено, что именем Мукарам Токтогуловой просто прикрываются или пытаются отвлечь внимание в другую сторону. Предупреждение о терактах нельзя не принять во внимание. На прошлой неделе город всполошила череда телефонных сообщений о бомбах, якобы заложенных в крупном торговом центре, на железнодорожном вокзале и, как это ни странно, в Американском университете в Центральной Азии. Просто используют фактор ИГИЛ здесь. Это могут быть даже третьи лица. Они просто используют вот эту ситуацию. Что вот, могут быть, они были эти ложные звонки, может, они давали, кто-то из них. Но я не думаю, что они у нас в Кыргызстане настолько разветвлены. Но, с другой стороны, не обязательно с Кыргызстана. Звонки могут поступать откуда угодно, с Казахстана. Знаем, что наши граждане, часть наших граждан оказались под влиянием ИГИЛ. И часть выехала в Сирию, допустим. Мы знаем порядка 600-700 человек. А в настоящее время под боком у нас наш соседний Афганистан. Там идет гражданская война, в которой активно принимают ИГИЛ. И они заявляют о себе очень серьезно. Занимают новые территории там. И в Афганистане на сегодняшний день очень такое острое противостояние между движением «Талибан». Омбудсмен Кубат Оторбаев просит президента страны помиловать экс-депутата парламента Омурбека Текебаева. Обращение на имя главы государства главный правозащитник страны направил главе государства. Так Оторбаев предлагает президенту Сооронбаю Джейнбекову проявить акт доброй воли и приурочить помилование лидера партии Атамекен к 25-летию Конституции Кыргызской Республики и 70-летию Декларации прав человека. Заслуги Омурбека Текебаева в сегодняшней демократии страны огромные. Ни следствие, ни суд не смогли доказать его вину в коррупции, отмечает уполномоченный по правам человека. Отметим, лидера партии Атамекен приговорили к 8 годам лишения свободы летом прошлого года по делу компании «Мегаком». Его признали виновным по статье «Коррупция». Омурбек Текебаев отбывает наказание в исправительной колонии номер 47. Теперь решать споры до суда будет проще. В Кыргызстане начал действовать институт медиации. Сегодня в столице состоялось первое заседание нового органа. Всего в нашей стране насчитывается около 500 специалистов, которые помогают решать конфликты, не доводя дело до суда. Новый совет, как ожидается, будет заниматься решением вопросов организационного характера для помощи медиаторам. Последние, как показывает практика, в условиях современной судебной системы и постоянных затягиваний процессов все чаще стали пользоваться спросом. И не только в Кыргызстане.
Решить вопросы раздела имущества или даже семейные споры. Во всем этом помочь могут медиаторы. Закон о деятельности этих арбитров вступил в силу только в феврале. Но их услугами уже активно пользуются те, кто не хочет доводить дело до суда. Эксперты говорят, статистики пока нет, но опыт общения с теми, кто обращается за помощью к медиаторам, показывает, что кыргызстанцам их услуги сегодня крайне необходимы. Вы знаете, действительно, поскольку закон только недавно принят, и действительно у нас население очень мало информировано, то очень пока еще незначительное количество лиц, которые обращаются к услугам медиатора, многие даже не знают, многие еще даже не понимают. Но я, насколько знаю, вообще очень многие заинтересованы, в частности даже бизнес-сообщества, они заинтересованы в том, чтобы разрешать свои споры наиболее быстрым и экономичным путем через посредством медиации. И я думаю, что наше население тоже в этом заинтересовано. Гульчехра Мурзахматова – одна из успешных медиаторов. В ее багаже уже не один конфликт, который удалось урегулировать, не прибегая к судебным тяжбам. Говорит, после получения юридического образования поняла, что медиацией занимается всю жизнь. Поэтому посвятить себя решила именно этому направлению юридической помощи. В условиях современной судебной системы и постоянных затягиваний процессов к услугам медиаторов стали прибегать все больше граждан. Я провела уже 8 медиаций. Из них 5 успешных, 9 сейчас готовится. Из них несколько было семейной медиации, когда люди определялись, успешно вот у меня одна семья соединилась. Вопросы при разводе решаются в месте определения жительства ребенка, тоже успешно определились. Коммерческая медиация в основном это споры. Сейчас у меня было 3 спора о долевом строительстве, о дольщике и соответственно, строители, застройщики, а также споры банк-клиент. Что мне нравится в медиации, это то, что люди сами принимают решения. То есть мы создаем такую новую правовую культуру, которая меняет сознание людей. Они несут ответственность за свои решения, за свои действия. И это очень отрадно. Сегодня медиаторы Кыргызской республики собрались вместе, чтобы определить правила игры. Как выдавать лицензии, как обучать специалистов и как наказывать за нарушение этики. Все это должно взять на себя сообщество медиаторов республики. Сегодня этот орган был учрежден представителями этой профессии. На первый съезд удалось собрать более половины всех медиаторов страны. Ну, во-первых, закон, он все-таки придает медиатору статус, да, определенный, потом регулирует те обязательства и права, которые берет на себя медиатор, да, и которые он имеет. Я имею в виду обязательства, которые берет, и права, которые имеет. И плюс все-таки медиация, еще раз повторюсь, это процедура, то есть закон как раз-таки дает понимание того, как медиация должна проходить, в соответствии с какими принципами, правилами, нормами и так далее. И если говорить о республиканском сообществе, в законе Кыргызской республики это вот было прописано как норма, и поэтому сегодня создается это сообщество. Медиаторы Кыргызстана говорят, что готовы к решению большинства конфликтов, которые возникают сегодня как в частной жизни наших граждан, так и в коммерческой деятельности организаций. Досудебное разбирательство, как правило, длится меньше, чем судебный процесс. А значит, этот метод решения споров более приемлем для граждан не только с позиции финансовых затрат, но и в отношении моральных последствий. Игорь Потанин, Александр Симонов, НТС. На ТЭЦ Бишкека приостановлено начавшееся строительство химцеха. Об этом заявил заместитель директора Госэкотехинспекции Расул Артыкбаев. По его словам, подрядчик начал копать котлован еще до окончательного утверждения всех документов. Поэтому работы временно приостановлены. Пока идут переговоры и согласования в соответствующих ведомствах. Проект нового химического цеха столичной теплоэлектроцентрали, отметим, был подготовлен китайской компанией TBEA, освоившей кредит на модернизацию ТЭЦ. К слову, строительство химцеха стоимостью около $6 миллионов войдет в те самые рассчитанные на модернизацию ТЭЦ 386 кредитных миллионов. Этот устаревший цех, напомним, назван одной из причин наряду с основными в январской аварии на ТЭЦ. В новом блоке его строительство почему-то не предусмотрели. Прокуратурой Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело по факту заражения стиэмилитом, больше известным как воспаление костного мозга новорожденных детей в родильном доме города Каракол. Как сообщает Генеральная прокуратура, у 4 заявительниц роды были приняты врачами Каракольского роддома, а позже у всех этих новорожденных детей был диагностирован стиэмилит. Как отмечается, болезнь не была своевременно установлена врачами роддома и Иссык-Кульской областной объединенной больницы. В результате на основании заключения медико-социальной экспертизы
Малютки были взяты на учет как дети с ограниченными возможностями здоровья. Уголовное дело возбуждено по статьям «Халатность» и ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работникам. Сегодня началась рабочая поездка главы государства по Иссык-Кульской области. В рамках поездки Сооронбай Жээнбеков встретится с местными жителями, посетит строящиеся социальные и инфраструктурные объекты. Сегодня в первой половине дня президент уже провел встречи с жителями Тонского района. Выступая перед иссык-кульцами, Сооронбай Жээнбеков отметил, что в стране не будет семейно-клановой власти, не будет деления на север и юг. Глава государства отметил, что никогда не делил народ по национальным признакам, убеждениям или по региональной принадлежности, и как избранный президент будет честно выполнять свою миссию, служить своему народу. Мы будем принимать меры к тем, кто навязывает обществу вопрос север-юг. Есть группы, которые к месту и не к месту поднимают вопрос севера и юга. И тем самым они наносят вред единству народа. Мы все видим, кто распространяет такие провокационные вещи. Наш народ на своем горьком опыте и не один раз, а дважды испытал на себе все тяготы семейного правления. Для меня судьба погибших соотечественников в 2010 году, которые погибли, выступая против семейно-кланового режима, является также и моей болью и трагедией. Именно поэтому я не допущу политической спекуляции вокруг этой темы. Как всенародно избранный президент не допущу семейно-кланового правления в стране. Наше главное достижение – сильное гражданское общество. В открытом обществе не будет возможным установить семейное или клановое правление. На мою государственную деятельность в должности президента не может повлиять никто из моих близких и родных. Отметим, в рамках рабочей поездки на Иссык-Куле Сооронбай Жээнбеков проведет 2 дня. С момента вступления в должность президента он уже побывал с рабочей поездкой в Джумгальском и Кочкорском районах Нарынской области, Лилекском и Баткенском районах Баткенской области. Он отражал атаки фашистской Германии на передовой, а после участвовал в восстановлении народного хозяйства. Капитан советской армии, доктор исторических наук, профессор, педагог Кадык Сулейманов – один из героев Великой Отечественной войны. В доме у ветерана всего 2 фотокарточки, которые он привез с фронта. Первая висит на стене, большой портрет, где он запечатлен молодым капитаном. Вторая фотография с однополчанами, она бережно хранится в обложке в ящике письменного стола. Правда, тех, с кем запечатлен ветеран на снимке, он уже не помнит. Оно и неудивительно. Ветерану войны в следующем году исполнится ровно 100 лет. Кадыку Сулеймановичу почти 99 лет. Волей судьбы он стал свидетелем важных эпох в истории страны. В его памяти еще живы годы индустриализации и репрессии. Когда ему было чуть больше 70, не стало той великой державы – Советского Союза, за которую юноша Кадык Сулейманов сражался на полях Великой Отечественной войны. Война есть война, там ничего хорошего нет. Все время страшно, все время переживаешь и думаешь, вернешься с фронта живым или нет. Никому не желаю увидеть это. Родился Кадык Сулейманович в селе Курумду Иссык-Кульской области в семье животновода. Окончил 8 классов в сельской школе, затем отправился поступать во Фрунзенский финансово-экономический техникум. А спустя 2 года выбрал себе профессию историка и начал учебу в Киргизском педагогическом институте. Оттуда он отправился на фронт. 22 августа 41-го меня призвали в армию. Сначала направили на краткосрочные артиллерийские курсы. Готовили 2 месяца. Учили стрелять, чистить оружие, разбирать автомат. После подготовки меня и еще нескольких ребят направили в 44-й артиллерийский полк. Первые бои, в которых я участвовал, были сражения с фашистами за Москву. Тогда это была самая горячая точка. Нам был дан приказ не отступать, стоять насмерть. Войну Кадык Сулейманович начал в звании младшего лейтенанта, командовал взводом. Победу над фашистской Германией наш герой встретил уже капитаном советской армии. На поле боя сегодняшнему ветерану пришлось пробыть сравнительно недолго. В разгар войны молодой офицер попадает в госпиталь с сильнейшим воспалением легких. У
Оба легких были застужены. Долго лежал в госпитале. Военные врачи лечили. Потом сказали: все, дальше проходить воинскую службу не сможешь. По состоянию здоровья. Я ведь никаких геройских подвигов и не совершил. Служил в советской армии. Действовал строго по указу вышестоящих по званию. Все честно выполнял, как и все. У нас была одна цель – одолеть фашистов. После демобилизации Кыдык Сулейманович продолжал учебу в институте. По окончании сразу трудился на руководящих должностях. Был заместителем председателя Фрунзенского горисполкома, председателем Кеминского районного исполнительного комитета, а затем решил посвятить себя науке. Я поступил в Ленинградский университет. В 1956 году в Москве защитил кандидатскую диссертацию. Потом через долгое время докторскую. Мне присвоили степень доктор исторических наук. И я начал работать в аграрном университете. Нынешний аграрный университет тогда назывался сельскохозяйственным институтом. Он там заведовал одной из кафедр. В этом вузе Кыдык Сулейманов проработал больше 40 лет. Написал несколько книг и воспитал не одну плеяду учеников. Сегодня ветеран Великой Отечественной войны живет под присмотром родственницы. Его регулярно навещают врачи, проверяют работу сердца и общее состояние здоровья пенсионера. Выписывают новые лекарства, которые ветеран принимает строго по часам. Он, надо сказать, практически ни на что не жалуется, разве что слышит совсем плохо. Зато давление, шутят медики, хоть в космос отправляй. Хорошо. 120-80, ағай. 120-80. На парад Победы, ради которой бесстрашно воевал, Кыдык Сулейманович в этом году пойти не сможет. Аксакал, которому через год исполнится 100 лет, давно из дома не выходит. Слишком тяжело уже. Но фронтовые 100 грамм из серебряной рюмки, говорит, выпьет обязательно. И вспомнит всех тех, с кем плечом к плечу освобождали землю от фашистских захватчиков. Сабина Дамаскина, Бакыт Кошалиев, НТС. К 73-й годовщине Победы ветеранам Великой Отечественной войны из президентского фонда будет выдано по 15 тысяч сомов. Эти деньги, как сообщает пресс-служба главы государства, выплатят в качестве единовременного денежного пособия. Всего на эти цели из фонда президента выделено более 7 миллионов сомов. На сегодня участники Великой Отечественной войны, а также узники концлагерей и блокадники Ленинграда получают ежемесячную пожизненную стипендию в размере 10 тысяч сомов и денежную компенсацию вместо льгот. Кроме того, от 10 до 15 тысяч каждый год государством выплачивается в виде единовременной материальной поддержки, в том числе труженикам тыла и вдовам погибших воинов. Итого, в мае этого года общие социальные выплаты каждому ветерану вместе с президентским пособием составят почти 47,5 тысяч сомов. Добраться в любую точку города с комфортом, быстро и безопасно. В Бишкеке презентовали новый сервис заказа такси «Максим». Компания, которая уже успела зарекомендовать себя как надежный перевозчик в 250 городах с 10 стран мира. Теперь пользоваться услугами такси «Максим» можно будет и в Бишкеке. Для клиентов разработано очень удобное приложение, через которое можно увидеть машину на карте и связаться с водителем. Ну а для последних предлагается современная программа, с помощью которой они могут получить выгодный заказ. А еще страховку за счет компании и смартфон в рассрочку. Об этих и других бонусах такси «Максим» в следующем сюжете. Оказаться в нужном месте в нужное время. Бишкекчанам теперь поможет новый сервис заказа такси «Максим Бишкек». Это франшиза международной компании, которая сегодня успешно осуществляет перевозку пассажиров в 10 странах и более чем в 250 городах мира. Мы работаем по стандартам компании «Такси Максим», сервис заказа «Такси Максим». И для нас является принципиальным соблюдение тех предусмотренных, скажем, стандартов, потому что это все-таки международная компания, международный уровень, и мы хотим предоставить такой же качественный сервис для наших граждан города Бишкек. Заказать машину в такси «Максим» можно двумя способами. Позвонить оператору по номеру 4020 или оставить заказ через онлайн-приложение. Указав в приложении начальную и конечную точку маршрута, и клиент, и водитель будут сразу знать цену этой поездки, и она не изменится вне зависимости от времени в пути. Хочу отметить то, что у нас
Минимальная цена начинается от 60 сом, но в эту стоимость у нас включены километр 250 метров бесплатно. У нас также есть функция как предварительный заказ, то есть можно и сейчас, ну, скажем, обозначить даже дату, время, поскольку, когда, что будет. Через приложение на карте клиент может видеть, где в эту минуту едет его машина. Увидев, что такси почти подъехало, выйти заранее, сэкономив свое личное время. Общение между водителем и пассажиром происходит в основном через приложение. Можно отправить сообщение через чат, а можно позвонить. Немало плюсов и для водителей. Выгодные условия работы обеспечивают современные технологии, точные карты и принцип распределения заказов. Они нам оформляют страховку. Тоже есть возможность получить смартфоны в рассрочку. Что еще? Идет прямая работа с работодателем. На днях компания «Такси Максим» провела презентацию своего сервиса. Приглашены были водители. Такая вот ознакомительная встреча для тех, кто трудоустроился в новую службу. Елена Яковлева, Александр Симонов, НТС. На этом у нас все. Команда НТС следит за развитием событий. И эти и другие новости, вышедшие в эфире, смотрите и читайте на нашем сайте nts.kg. Оставайтесь на нашем канале. НТС покажет. До встречи.